я не только один раз отвечаю, вам тоже все правильное замечание, это дополнение к тем обвинениям, которые не сказали. Это вкратце. Дело, как попал туда, скажем, Мустафа, а как руководил, я вкратце расскажу, чтобы люди знали. В 1987 году, как получился, как пошла перестройка. Помните, да? Во время Горбачева. Тогда люди, которые даже в стороне стояли, начали воодушевлением уже включаться, не боясь кары Комитет госбезопасности. Но Комитет госбезопасности здесь не спал. Тут образовался общество Крым, возглавил его один Чубаров. Это в 1988 году в Ташкенте, в Самарканде устроили собрание, организовали. Это у нас есть документы. Теперь же с этого в Казани прислали еще одного, московскую группу создали, и национальное движение, участники национального движения, все, в конце концов, что получился? Разброд. Ферганская сторона кинул себе, ташкентская сторона Мустафа, якобы Моисей, своими там подкупленными историками пишет. Я сам лично в Москве был, сын тоже был, там не то, что я хвалюсь, а был лично там на приемах, на 4 приемах был. Вот здесь лежит тоже человек, у Горбачева мы были, то есть Андропова на приеме. И до этого у Демичева были, у Могилева, это, Могилевиченко были. То есть во всех встречах мы там были как представители народа. Там он сидел, боялся выходить, нос высовывать. Мустафа Джемилев. Оказывается, руководил Моисей, оказывается, народ вернул на свою родину. Народ сам вернул себя. Благодаря чуть-чуть демократизации. Кроме того, когда, помните, после этих встреч образовалась комиссия, госкомиссия, благодаря не Мустафы, не Чубарова, а тех людей, которые ночевали там на камнях. Тысячами людей. Теперь же, каким-то образом, туда попадают люди без ведома народа. Я хочу подчеркнуть, потому что в ту комиссию должны были попасть те люди, как я сейчас говорил, уже повторяться обратно не хочется, но приходится, избранные народом на всесоюзном совещании представители всех регионов. А тут ферганская сторона туда побежала. Якобы они представляют народ. Отсюда ОКНД Мустафа побежал туда, в комиссию. Отсюда побежал Рефат Чубаров со своей интеллигенцией обществом Крым. Отсюда московский какой-то интеллигенция появился. Фактически их не было видно в те время, когда терроризировали крым-татарский народ. Короче говоря, они вот так вот перевернули там. После этого мы решили, чтобы такого не было, созвать Курултай. Ну, некоторые считали, что эта организация якобы является, организует Комитет госбезопасности или что-то. В конце концов, у народа есть мозг свой. Мы понимаем, кто нам помогает, уважаем. Но народ нельзя учить уму-разуму. Это одного человека может ошибиться, два, народ никогда не ошибается. Короче говоря, сделаю Курултай, чтобы там всех избранных людей собрать в одном месте, чтобы не каждый бегал вот представлять народ. Скажем, был такой случай, когда киевские руководители тоже пригласили, ОКНД побежал туда, и юровцы, ну, НДКТ так назвали себя, а фактически НДКТ что такое? НДКТ это весь народ. Это национальное движение крымско-татарского народа. Короче говоря, там тоже. Они говорят, с кем мы будем говорить? С вами или с вами? Они друг друга противоречат. Вот такой вот бурда получился. После этого мы решили провести Курултай, чтобы народ был с народом был избран Меджлис и представлял народ, чтобы не было разного рода. После этого, службы безопасности, они не спят никогда. Мы уже говорили, повторение получается. Мустафа, мы кое-где не знали, а кое-что не знали. Уже продался еще в 60-х годах по изнасилованию. Рефат Чубаров работал в институте то есть в архиве, государственном архиве. Старший научный сотрудник партийно-хозяйственного архива. Ну, я вкратце говорю, если формулировать, что такое. И кроме того, что получился? Как раз попался момент, когда народ стал с места возвращаться сюда, и были побоища в Средней Азии. Половина семьи там, половина здесь. Надо обустроиться. Не до политики был многим. Ну, некоторые положились, не знали, сейчас не знали, что такое, кто такой Мустафа Джемилев. Некоторые, многие, конечно.
короче говоря, вот в таком суматохе они пробрались в Меджлис, а постепенно, как уже отсидевший там 10 лет, еще 4 года ссылки, с помощью силовых структур и помощников своих оскорбляли, там, унижали других участников национального. Таким образом, они себя восславляли чужими руками, книги начали выпускать про него, я не знаю. В общем, один Аллах он оказался. То есть таким путем пробрался и Рафат Чубаров, все. А когда кража произошла крупная, большая, их захватили, так, теперь же ими руководят. У Чубарова, кстати, не 3 ордена, 4 ордена получил от президентов. У Мустафы из Киева 2, по-моему, если 3. Я не ошибаюсь, да еще там Ненсена, я не знаю, еще кого еще захотел получить Нобеля. Ну, мы смогли это остановить. Если бы он получил бы Нобеля, то он здесь, знаете, что творил бы не только с нашим народом. Он так повел бы, что здесь кровь пролился. Это ему интересно. Теперь по поводу финансов он сказал. Да, Айдербей, слушайте, Айдербей. Любой проект, который не проходит через Меджлис, решат. Любой проект, который проходит через, не проходит через Меджлис, они его не воспринимают. Ну, я долго не буду, вот еще один пример приведу. У меня есть проект, составленный инженером Фикретом Юртером с Америки, который он договорился с определенными некоторыми конгрессменами, чтобы они помогли нашему крымско-татарскому народу здесь обустроиться и построить жилье. Фикрет Юртер, как специалист, официальный инженер, с товарищами составили проекты, смету, все. У меня есть копия такой. И что надо было сделать? Только они согласовали уже, только надо было 2 подписи. Тогда не было Меджлиса. Значит, это общество Крым в Америке должен был подписать Фикрет Юртер. И как общественная организация была здесь тогда ОКНД. То есть Мустафа Джемилев, как председатель его. Но когда Мустафа Джемилев посмотрел этот документ, это же Америка. Это не Турция там. Отдал деньги, половину вернулся туда, а половину можно в карман поставить. Это Америка. Просто так они хотели сами здесь строить его. Не подписал. Потому что его личные интересы там не затрагиваются. Поэтому, Айдербей, вот то, что вы сказали дополнительно к нашему сведению, ну, мы можем очень много говорить. Потому что там касались интересы ихних, чтобы убрать честных людей, воровать деньги. Ну, почему-то вот генеральный прокурор Крыма или что-то, ну, закрывает на это глаза.